Дорога в рай. Именем Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим день суда. Каждую пятницу имам и его 11-летний сын Заид распространяли брошюры под названием «Дорога в рай». В один из таких дней неожиданно похолодало, и пошел сильный дождь. Заид, одевшись потеплее, сказал: «Отец, я готов». «Неважная погода, сынок. Пожалуй, останемся дома сегодня. Я еще не полностью выздоровел после простуды. Я могу сам пойти раздавать брошюры?» — спросил мальчик. «Конечно, Заид, бисмилля», — согласился отец и дал ему пачку тонких книжек. «Спасибо. Ассаляму алейкум», — сказал вдохновленный Заид и вышел из дому. Несмотря на свой возраст, он уверенно разговаривал с незнакомыми людьми, раздавал брошюры редким прохожим, которые встречались в такую погоду. Через пару часов все брошюры, кроме одной, разошлись. Заид искал хоть кого-нибудь еще, но улицы города были совершенно пусты. Он решил позвонить в дверь первого попавшегося дома. Мальчик нажал на кнопку звонка, но никто не открывал. Он позвонил еще раз, а через время еще, но безрезультатно. Заид уже собирался уходить, но что-то заставило его вернуться и позвонить снова. На этот раз дверь медленно отворилась. На пороге стояла пожилая женщина. Она была чем-то расстроена. «Чем я могу помочь тебе, мальчик?» — спросила она у Заида. Он посмотрел ей в глаза и сказал с улыбкой: «Извините, если я помешал. Просто я хочу сказать вам, что Бог любит вас, дарует вам свою милость. И я пришел, чтобы отдать вам брошюру, из которой вы узнаете больше о Боге, о смысле этой жизни и жизни той. Спасибо тебе, сынок». Через неделю, после пятничной молитвы, имам читал лекцию в местной мечети. Закончив, он спросил: «У вас есть вопросы? Или кто-то хочет что-нибудь сказать?» С задних рядов, где находились женщины, послышался голос: «Вы не знаете меня. Я не приходила сюда раньше. И до прошлой пятницы я не была мусульманкой, ничего не знала об исламе. Я даже не думала, что подобное могло случиться со мной. Мой муж умер несколько месяцев назад. Я осталась совершенно одна в этом мире. В прошлую пятницу погода сильно изменилась, резко похолодало, небо помрачнело и начался проливной дождь. В этот день мне пришла мысль покончить с собой. Я была убеждена, в жизни больше нет смысла. Взяв веревку, я поднялась на второй этаж. Стоя на стуле, я привязала ее к одной из балок у потолка и одела петлю на шею. Я чувствовала себя такой одинокой, никому не нужной, и уже была готова шагнуть со стула, как вдруг услышала звонок в дверь. Я сказала себе, что подожду немного и не стану открывать. Но звонить не прекращали. «Кто же это может быть?» — подумала я. «Некому звонить в мою дверь». И я слезла со стула и спустилась в прихожую. А когда открыла дверь, то не поверила увиденному. Передо мной стоял улыбчивый мальчик с сияющими глазами. И его слова тронули мое разбитое сердце. «Мадам, я пришел сказать вам, что Бог действительно любит вас, даруя вам свою милость». Он вручил мне брошюру «Дорога в рай» и ушел. Я принялась вычитывать каждое слово из его книжки, а позже поднялась наверх и убрала веревку и стул, понимая,
что больше в этом не нуждаюсь. Вы видите меня живой и счастливой, потому что я узнала истину о едином Боге. Хвала Ему! Адрес мечети был напечатан на обратной стороне брошюры, и я пришла сюда, чтобы рассказать вам мою историю и поблагодарить этого мальчика, которого Всевышний послал, чтобы спасти мою душу. Не было никого, кто бы не прослезился, слушая рассказ женщины. Отец подошел к Заиду и крепко прижал его к себе, вознося Аллаху благодарность за праведного сына. «О Аллах, даруй нам праведное потомство. Аминь».